Здравствуйте, в эфире второй выпуск программы на БСТ о футболе. Наш девиз «Футбольный клуб Уфа» даешь премьер-лигу, и смотрите сегодня в нашей передаче. Уфа забивает, Химки отыгрываются. Ну мы победили, это самое главное. Джокер из команды Игоря Колыванова. Невероятный дебют. Очень хорошо владеет мячом, видит поле. Первый бразильский легионер в республиканском кубке. Несостоявшийся музыкант. Страшное дело, я боюсь даже заходить в караоке, еще куда-то. Откровение наставника футбольного клуба Уфа. Не женское лицо женского футбола. Валерии Егоровой требуется ваша помощь. Для начала вспомним матч, который состоялся в конце прошлой недели. Уфа выезжала в Новосибирск, и в успех против местной Сибири верили далеко не все. Тем не менее, наша команда сумела подтвердить звание «Гроза авторитетов». Не обошлось и без героев. Коллектив Игоря Колыванова обозначил свои притязания на успех уже в первом тайме. Сначала Диего попал в перекладину сибирских ворот, затем уфимцы снова отличились со стандарта. Сергей Путилин, впервые вышедший в стартовом составе, точным ударом озадачил дружину Юрана. Во второй 45-минутке свой подвиг совершил голкипер Уфы. Евгений Кобызев отразил пенальти от Алексея Медведева, и наша команда вновь вернулась в выезд, одержав победу с минимальным счетом. Гордость мне, наверное, не присуща. Все-таки это плохое качество, стараюсь от него избавляться. Как отбил, да, наверное, как и все вратари, какой-то внутренний голос подсказал, чтобы прыгать в этот угол. Ну, прыгнул, достал. Следующий календарный матч Уфа проводила уже на своем поле. Предшествующая игре против Химок тренировка проходила в неестественных условиях. С угрозой заболеть под музыку дождя за командой наблюдала наш корреспондент Юлия Мулюкова. Тренировка команды ФК Уфа перед матчем с Химки получилась несколько скомканной из-за проливного дождя, но при этом команда находится уже на поле практически час. Сначала разминка, потом двусторонняя встреча. Все как обычно. По-прежнему тренируется с командой бразилец Нивалдо. Как всегда, серьезно выглядит Маркосов. Отрабатывали каждое движение вратари. Лишь трое уфимцев остались в этот день сухими. Травмированы Александры Васильев и Василенко, а также Павел Аликин. Зато прекрасно себя чувствует бразилец Вильям. Правда, пока футболист тренируется по индивидуальной программе. Независимо от того, как играет соперник и что он нам готовит, какие сюрпризы, мы будем играть на победу. Это установка тренера, это желание самих ребят и это, естественно, их настрой. Поэтому мы не собираемся подстраиваться ни под какого соперника. Мы должны всем навязывать свою игру. Да, у нас не все получается, но мы, по крайней мере, к этому стремимся. Кстати, Химки на предматчевую тренировку так и не вышли, а в самой игре победили те, кто больше всего хотел. Сначала защитник Уфы Сергей Путилин сумел поразить ворота соперников во втором матче подряд. Буквально тут же гости остались в меньшинстве. Евгений Кобзарь увидел перед собой сначала вторую желтую, а затем и красную карточку. Размеренную игру с минимальным преимуществом уфимцев в середине второго тайма взорвал пенальти, назначенный в ворота Химок. Пострадавший Михаил Маркосов сам исполнил приговор, а затем раскрыл тайну необычного празднования забитого мяча. Я ребенка изображаю всегда своего. Он все время что-то делает, и я всегда пытаюсь что-то новое показать. 2-0, но команда Амари Тетрадзе довольно быстро отыгралась. Провинившийся чуть раньше капитан гостей Даниловский ударным подключился к атаке. Далее чудо-удар удался еще одному защитнику Химок Андрею Кузнецову 2-2. Но на последней минуте игрок молодежной сборной страны, воспитанник уфимского футбола Юрий Кириллов, принес победу хозяевам. Не знаю, первый раз на чемпионате выпала, такая сказать, честь играть в большинстве. Наверное, мы к этому были, может быть, немножко и не готовы. Хотя куча моментов, сами посмотрите, перекладина, две штанги, забиваем раньше гол. Я думаю, давно можно было раньше решать исход этой игры. А сами дотянули до того, что пропустили один, второй. Хорошо смогли собраться в конце и забить победный гол. После очередной победы Уфа возглавила турнирную таблицу футбольной национальной лиги. Наш девиз «Футбольный клуб Уфа» даешь премьер-лигу как никогда актуален. Но, правда, осталось провести еще 3 четверти календарных матчей. Следующий из них пройдет в самом западном городе России. В гости к местной Балтике уфимцы отправляются в хорошем настроении. Перед матчем Артем Котишев. «Балтика» – российский футбольный клуб из Калининграда. Основан в 1954 году. Наивысшие достижения в российской истории. Победа в первом дивизионе в 1995 году, 7-е место в высшем дивизионе в 1996, а также 3-й раунд Кубка Интертото в 1998 году. В прошлом сезоне команде из Калининграда чудом удалось сохранить прописку футбольной национальной лиги. На данный момент «Балтика» находится на 8-й строчке в таблице с 12 очками.
Состав команды – настоящая находка для комментатора. Клишторный, Крыштафович, Зимулька, Зюзинц, Плопот, Кибучава – лишь неполный список необычных фамилий игроков Балтики. Не выпадает из общей тенденции главный тренер команды Евгений Перевертайло. Из игроков, известных широкому кругу болельщиков, можно отметить Александра Калинько, голкипера сборной Латвии, в прошлом защищавшего цвета Рубина и Ростова. После победного мяча в ворот своей бывшей команды «Химок» полузащитник Юрий Кириллов значительно добавил себе вестов и шансов на попадание в стартовый состав в следующем матче. Тем не менее, пока и в клубе, и в молодежной сборной Юрий Кириллов выходит только на замену. Так произошло и в товарищеском матче молодежки против сборной Израиля. Команды наиграли на результативную ничью 2-2, а Кириллов появился на поле в начале второго тайма. 6 и 10 сентября команду Николая Писарева ожидают уже официальные игры отборочного континентального первенства против Польши и Молдавии. Нужны победы и вклад в них уфимского полузащитника. В том году меня не вызывали, то есть в этом году все понравилось, хотелось бы играть, то есть надо доказывать, чтобы играть там. Просто так не вызывают туда молодежь. А 2 сентября Уфа вступит в борьбу за Кубок России. Первый соперник Урал из Екатеринбурга. Стартовая встреча пройдет на уфимском стадионе «Динамо». Дублеры Уфы также стартовали в Кубке, правда, республиканского масштаба. И большой вклад в победу над Горняком-2 из Учелов внес первый бразилец в республиканском любительском футболе – Нивалдо. Рядовой матч Кубка Республики Уфа-2 Горняк-2 превратился в международный. Представитель Южной Америки Нивалдо входит в сферу интересов ФК Уфа. Однако проблемы с документами не позволяют бразильцу оформить отношения с горожанами официально. Тренерский штаб Уфы решил проверить легионера в условиях, приближенных к боевым. Поначалу дивидендов присутствие бразильца Уфе-2 не приносило. После первого тайма дублеры горожан уступали 1-3. Но во второй половине встречи, в том числе благодаря усилиям Нивалдо, хозяева сравняли счет. А в овертайме вырвали победу. В итоге 5-3 в пользу Уфы-2. Что касается Нивалдо, то он записал на свой счет гол и результативную передачу, а также заработал пенальти. Гол он менял 2 тренировки в дубле. Вот, скажем, я уже знаком с ним неделю. Очень хороший, техничный. Ему пока функционалка немножко не готов. И надеемся, что у него все нормально будет. Нам удалось побеседовать с Нивалдо. Большую помощь в этом интервью оказала переводчик с португальского Эльвира Насанбаева, сумевшая донести до бразильца каверзные вопросы от Юлии Малюковой. Я родился в Сан-Паулу, но прожил там всего 2 года. Много лет я жил в другом городе, недалеко от Ресифи. Еще много путешествовал по Сальвадору и другим интересным бразильским городам. Бразилия – очень красивая страна. У меня большая семья. У моей мамы от первого брака было 5 детей, от второго брака еще 3, я и 2 моих брата. Так что, повторюсь, у нас большая семья и всегда было очень весело. Я быстро адаптируюсь к месту и погоде, уже давно привык к климату в вашей стране. Тем более, долгое время играл в Казахстане, там вообще температура скачет. Посудите сами, летом бывает плюс 40, а зимой минус 30. Так что мне холода не страшны, не думайте. К сожалению, пока еще не гулял по городу, ведь моя ситуация в клубе не до конца определена, понимаете? Я обещаю, посмотрю все достопримечательности Уфы и попробую башкирскую кухню. Я наслышан о ней, говорят, у вас очень вкусные блюда. И это не отговорки. На самом деле сейчас у команды очень напряженные игры в чемпионате. Вот как только представится возможность, так я познакомлюсь с городом и республикой. Вы не представляете, как сильно я хочу оказаться на поле с командой и помогать. Наблюдать со стороны за игрой тяжело. Я нервничаю, переживаю. Надеюсь, вскоре мне представится шанс показать, на что я способен. Я привык выкладываться на 100%. Игорь Колванов очень спокойный тренер, рассудительный. Он всегда помогает советам, знает, что нужно игроку. Когда следует прикрикнуть, возможно, высказать претензии, подкорректировать действия. Поверьте, я поработал со многими тренерами и ценю Колванова как профессионала. Ну, логично, что больше всего я общаюсь с 2 другими бразильцами в команде, Вильямом и Диего. Нашел общий язык с Юрой Кирилловым и вратарями команды. В целом скажу так, вся команда меня приняла очень тепло, и это для меня важно.
Да, minha esposa, ela da Ucrânia, né? Я сам немного понимаю по-русски. Моя жена Аня из Украины. Мы вместе уже 2 года, так что кое-какие знания русского языка у меня есть. Но самое сложное — это произношение, так что уверен, еще не скоро заговорю, как вы. Eu estou falando bem o russo. Eu sou jogador novo ainda, né? Моя цель, как и у всей команды, вывести Уфу в премьер-лигу, поднять до этого уровня. Я новый игрок, и мне труднее доказать свою состоятельность. Нужно много работать, даже больше, чем основным, чтобы заработать уважение. Subir para a Primeira-Liga. От футболистов к тренерам. Не каждый великий футболист способен стать великим тренером, и эта аксиома существует уже много десятилетий. Символ футбола 90-х Игорь Колыванов был, безусловно, великим игроком. Более того, он владеет званием заслуженный тренер России, завоеванным благодаря победе юношеской сборной на чемпионате Европы. Что ж теперь дело за клубными трофеями, и очень хотелось бы, чтобы Игорь Владимирович заработал их прежде всего с футбольным клубом Уфа. А не футбольной жизни Игоря Колыванова на следующий сюжет. Слух хороший, я говорю, голоса нет. Страшное дело, я боюсь даже заходить в какие-то караоке, еще куда-то, потому что мне там делать нечего. А какой бы был музыкант, вздыхали родственники Игоря Колыванова. И ведь все к этому шло. Отец Игоря Владимировича играл на домре в оркестре имени Осипова и выступал вместе с Зыкиной. Мама тоже в свое время окончила музыкальную школу, но сын предпочел футбол. Помимо еще футбола, и хоккеем занимался, и в гандбол играл, и плавание. Но так получилось, что основное преимущество, почему я выбрал футбол, это все-таки командная игра. Во-вторых, мне очень нравилось обводить, забивать. И в-третьих, наверное, я чувствовал, что в конечном итоге добьюсь неплохих, можно сказать, даже хороших результатов в футболе. Еще совсем недавно имя Игоря Колыванова, форварда московского «Динамо» и национальной сборной страны, было у всех на слуху. В 1990 году в составе молодежной сборной СССР он стал чемпионом Европы, а в 1991 был признан лучшим футболистом СССР и бомбардиром чемпионата страны. В том же году Игоря Колыванова пригласили в Италию, где на протяжении 10 лет он сначала выступал за Фоджу, а после Болонью. Свою добровольную ссылку Колыванов вспоминает с улыбкой по многим причинам. Лично для меня это как становление как человека было, как футболиста. Прежде всего, я уехал, когда мне было 22 года, вернулся уже за 30 было. Прекрасное время прожил. Я думаю, что с выдающимися футболистами пришлось и против них играть, и вместе с ними играть. Шикарная страна. Я думаю, что футбольная, одна из самых футбольных стран в мире, где люди просыпаются с утра и до позднего вечера говорят и о политике, и о футболе. Было очень много интересных моментов, конечно, когда приходил в бар, ни одного человека не было, через 5 минут полный бар был. Все задавали вопросы, все просили автографы. Ему не раз подыгрывал случай, но, как сказал кто-то из великих, от случая нельзя ждать справедливости. Игорь Колыванов в этом убедился. Когда успех был ему особенно необходим, удача отворачивалась. В 2001 году из-за травм футболист был вынужден завершить карьеру игрока. Все в прошлом, ориентируясь на настоящее. Понятное дело, что когда ты получаешь травму, ты выбываешь на определенное количество времени, и восстанавливаться очень сложно, особенно когда тебе уже за 30. Поэтому я решил закончить свою футбольную карьеру и приступить к тренерской деятельности. Но без дела оставался недолго. В 2003 году он принимает приглашение Российского футбольного союза возглавить юношескую сборную. Спустя 3 года он привел ее к победе на чемпионате Европы. Были серьезные соперники на нашем пути, и немцы, и чехи, и испанцы. Но я думаю, что ребята выдержат ту нагрузку, которая была. И последние 2 матча в полуфинале и финале мы сыграли очень сильно и очень мощно. И заслуженно, я думаю, что победили. Ему бы книги писать. И опыт есть, и возраст подходящий. Может быть, в будущем мир и поразят мемуары Колыванова. А пока он не собирается стареть. Да и не дадут. Второе дыхание уже дедушке Игорю подарила внучка. Как назвали внучку, если не секрет? Ева. Совсем маленькая еще? 2 месяца. Меньше даже, 1,5 месяца. Сейчас новое детище тренера – футбольный клуб «Уфа». Вместе им под силу доказать. Команда достойная выступать в ФНЛ, а может быть и в премьер-лиге. Сильный состав, в числе которых и воспитанники башкирского спорта, готовы рваться за место в элите зубами. Хочу помочь команде, чтобы команда играла хорошо. То есть достигла каких-то результатов высоких. У нас хороший коллектив, у нас добротная команда, у нас качественные футболисты. Есть программа, есть цель.
что мы за выживание бороться не будем. Мы пока не думаем о том, что куда мы попадем, мы просто играем от игры к игре. Нам нужно развиваться, нам нужно расти как команде в целом. И я думаю, что есть перспективная молодежь, есть ребята, которые хотят и доказывают, что они умеют хорошо играть в футбол. Говорят, Фортуна улыбается только тем, кто к этому готов. Амбициозный Игорь Колыванов всегда был с ней на «ты», а потому он уже в нетерпении вновь попробовать сладкий вкус победы. И теперь о женском футболе. Честно говоря, хотелось начать сегодняшний материал с позитива. 3 победы в 4 матчах первенства страны Уфимской Агидели говорят сами за себя. Но то, что произошло в заключительном из них против Запсибколледжа из Тюмени, это ужаснейший инцидент, завершившийся серьезной травмой нашего игрока. 70-я минута встречи Агидель-Запсибколледж. 15-летняя уфимка Валерия Егорова сталкивается с голкипером гостей Венерой Палтусовой. Эпизод выглядит устрашающе, но в тот момент никто не предполагал, насколько серьезными последствиями для игрока Агидели он закончится. Многие считают женский футбол по сравнению с мужским довольно второсортная дисциплина. Однако страсти здесь кипят нешуточные, поэтому и присутствие кареты скорой помощи на каждой игре обязательно. Обычно машина скорой помощи не так часто используется по прямому назначению на футбольных матчах. Но то, что в отчетном матче без помощи медиков не обойдется, было видно невооруженным глазом. Как кошка с собакой. Это выражение подходит как нельзя лучше. Ты чего падаешь? Впервые за те 3 года, когда играет наша команда на столь высоком уровне, получилась такая игра, где и скорая помощь, и действительно столкновение, и довольно-таки жесткая игра, что, в принципе, не свойственно для женского футбола такого уровня. Не обошлось и без потасовки. Игрок Агидели Алия Ахмедшина, получив удар сзади по ногам, набрасывается на соперницу. Все в этом году хотят выйти в финал. Надо начинать с самого начала. Ну, вот отсюда идет ажиотаж, такой интерес. С одной стороны, хорошо, конечно, что такая борьба, но с другой стороны, травмы, там, лишние ссоры – это ни к чему. Вернемся к столкновению Егоровой и Палтусовой и разберем его детально. За несколько секунд до этого очевидно, что вратарь первый выходит на мяч. Несмотря на это, Егорова идет до конца и пытается сыграть, инстинктивно опуская голову. В следующую секунду Валерия получает сокрушительный удар 2 коленями и со страшной силой ударяется озимь. До вершения всего габаритная Палтусова падает на юную Егорову. В результате Валерия покинула стадион на машине скорой помощи и была доставлена в 21-ю больницу города Уфы. Травмы футболистки оказались более тяжелыми, чем поначалу предполагали врачи. Она поступила в отделение нейрохирургии с тяжелой сочетанной травмой, черепно-мозговой со множественными шовами грудной клетки, поясничной области. В процессе динамического наблюдения была выявлена травма почки, в связи с чем была выполнена органосохраняющая операция. В настоящее время больная находится в стабильном состоянии. Ее состояние можно расценить как стабильное, средне-тяжелое. Далее, если у нее будет общее суммарное функциональное состояние вполне нормальное, и вероятность, то, что она сможет заняться спортом, она какая-то имеется. Но это уже дело будущего. Подруги Валерии по команде приняли случившееся близко к сердцу. Каждый день они навещают коллегу и даже приготовили огромный баннер в ее поддержку. Мы желаем ей скорейшего выздоровления, чтобы она поправилась, и надеемся, что она будет дальше играть в футбол. Сейчас девушка уже идет на поправку, но для ее восстановления требуется помощь. На ваших экранах реквизиты банка для перечисления средств для лечения Валерии Егоровой. Кстати, одними из первых на чужую боль откликнулись представители футбольного клуба «Уфа». Председатель Совета учредителей Марат Магадеев, генеральный директор Шамиль Газизов, тренерский штаб, футболисты. Мы ждем поддержки от вас и желаем скорейшего выздоровления Валерии Егоровой. Последний тур футбольной национальной лиги оказался чрезвычайно результативным. Было забито немало красивых голов, выделим один из них, он из матча «Нефтехимик» Томь. Согласитесь, такие удары можно смаковать достаточно долго.
этом наша программа подошла к концу. Ждите новых голов, новых матчей, новых надежд. Мы живем под девизом «Футбольный клуб Уфа, даешь премьер-лигу» и не боимся ничего, тем более какого-то там летнего дождя. Я не хочу на дождь. Я не хочу на дождь. Мне не нравится. Мне не нравится. Я боюсь. Как услышим раскаты грома, как услышим раскаты грома, так в припрыжку бегом из дома. Мы с дождем, как и солнцем дружим, мы с дождем, как и солнцем дружим. Ну-ка все босиком по лужам. Если не получится, будем переписывать. Падают капли, а мы веселимся. Ни капли дождя не боимся. Пусть падают капли, а мы веселимся. Ни капли дождя не боимся. От последней упавшей капли вспыхнет радуга пусть внезапно. На умытой дождем планете, пусть от радости пляшут дети. Пусть падают капли, а мы веселимся. Ни капли дождя не боимся. Пусть падают капли, а мы веселимся. Ни капли дождя не боимся. Искусство, которым, безусловно, является телевидение, конечно же, требует жертв. Поэтому в любую погоду мы готовы работать специально для вас.